Слово для торжественного поздравления директору Института зарубежной филологии и регионоведения Владлену Васильевичу Кобунорову, кандидату педагогических наук, выпускнику ФИЯ 2000 года. Здравствуйте, дорогие наши гости, уважаемые ветераны, мы очень рады вас видеть, коллеги, выпускники. Во-первых, действительно, всех нас с праздником, который отмечается вот уже третий же год, если я не ошибаюсь. Профессиональный у нас праздник появился, День преподавателя высшей школы. С праздником! Ну, я не хочу затягивать свою речь, я очень быстро покажу примерно те слайды из недавних, скажем, достижений нашего института, которые представлены вот в этом небольшом буклете, который у вас есть. Вы знаете основные вехи нашего развития. Совершенно справедливо Евгений Эдуардович напомнил о, например, Сергее Матвеевиче, напомните, сейчас я фотографию поставлю, Коршунове, который был первым, наверное, завкафедрой иностранных языков при педагогическом институте, и он был фронтовик, был один из тех, кто, кстати, вот я вижу Раису Иннокентьевну, сестру Светланы Иннокентьевны, в прошлом году она подарила очень хорошую ценную книгу, в этом году презентовали очень ценную такую книгу, где собрали материалы в течение многих лет по тем нашим преподавателям, доцентам, деканам, которые, я имею в виду нашего университета, которые участвовали в Великой Отечественной войне. И вот Коршунов Сергей Матвеевич, он был одним из тоже фронтовиков. Вы видите на слайдах то, что видите, я не буду это комментировать. Основные вехи развития мы знаем. Об Аполлоне Иннокентьевиче мы много говорим на наших конференциях, семинарах, встречах с ветеранами. Мы со студентами ежегодно проводим конференцию, посвященную памяти Аполлона Иннокентьевича Семенова. В прошлом году мы провели юбилейную конференцию, посвященную 120-летию Аполлона Иннокентьевича. Ну вот здесь тоже не буду сейчас рассказывать его биографию, все мы знаем его трагическую, очень сложную судьбу, и он для нас всех, как мы всегда говорим, является, конечно, символом стремления к своей профессии, к изучению иностранных языков, несмотря на то, что за его увлечение японским языком он был репрессирован в сталинские годы, но в последующем был реабилитирован, как многие. Он продолжил после наказания несправедливого, он продолжил изучать, поступил в Томский пединститут иностранных изучения, теперь уже английского языка, и в последующем начинал свою работу учителем в школах сибирских, в Томске, в Новосибирске, и приехал к нам. И вот когда Арсений Тимурович Мординов стал первым ректором, он его пригласил к нам заниматься кафедрой, и впоследствии вот он своим очень большим личным усердием, статьями в газетах республиканских добился того, что было открыто сначала романо-германское отделение, и вот 1 октября 1969 года был создан факультет. Мы, конечно, в эти дни преклоняемся и чествуем наших ветеранов. Вот я очень рад, что сегодня подошли наши ветераны, и мы сегодня не можем на одном слайде, на двух не сможем разместить фамилии, имена всех тех очень уважаемых и дорогих нам людей, преподавателей, которые внесли огромный личный вклад в развитие преподавания иностранных языков, в развитие лингвистического образования в нашей республике, и кто являются нашими учителями. Вот я вижу сегодня в зале наших учителей, наших преподавателей, конечно, очень волнуюсь, очень благодарен им. Я думаю, в выступлениях наших последующих гостей и выпускников еще прозвучат речи о наших ветеранах и преподавателях, легендах
ФИЯ. Ну, здесь, наверное, коротко надо все-таки сказать, особенно тем нашим выпускникам, гостям, которые не каждый раз к нам приходят, да, и напомнить, что помимо 6 иностранных языков, которые у нас всегда были, ну, не всегда, но вот по последующим, да, когда факультет становился, развивался, институт, вот с прошлого года у нас появился вьетнамский язык в сотрудничестве с Хамрийским университетом предпринимательства и технологий, как второй иностранный язык и как факультативный язык. Да? Ну и, конечно, все эти годы мы преподавали латинский язык, мы помним преподавателей латинистов. И у нас на сегодня более 30 образовательных программ на всех уровнях. Это и бакалавриат, и магистратура, и аспирантура. Да? И более 700 студентов. Как Евгений Эдуардович сказал, иностранных студентов становится тоже больше. И у нас в этом году тоже больше всего студентов у нас из Китайской Народной Республики. Более 120 сотрудников, кандидаты наук, доктора наук. И есть наши иностранные преподаватели. Структура, я не буду здесь останавливаться, вы прекрасно все знаете. Кафедра перевода и кафедра английской филологии объединились, и теперь это самая большая кафедра в нашем институте, кафедра английского языка и перевода. Остальные кафедры, они вот также действуют в структуре нашего университета. Это я тоже пропущу. Про научную результативность Евгений Эдуардович тоже уже сказал. У нас, конечно, надо дать должное Галине Михайловне Парниковой, доктору педагогических наук, профессору, заведующей кафедрой английский язык и перевод. Вот благодаря ее научному руководству в последние годы у нас защитилось 5 сотрудников на соискание ученой степени кандидатов. Мы еще раз поздравляем наших коллег и, конечно, Галину Михайловну. И следующий результат тоже Евгений Эдуардович сказал. Большое спасибо команде Заморщиковой Людмилы Сафроновны за такое огромное достижение на уровне нашего университета, не только института. И, конечно, есть гранты РФУИ, РНФ, вот завкафедрой восточных языков Руфова Елена Степановна сейчас реализует же, да, грант РНФ и другие наши коллеги. Ну и студенты не отстают. Студенты тоже ежегодно выезжают на международные конференции, традиционные, это вот конференция Ломоносов международная на базе МГУ, и становятся победителями. Вот 3 у нас студента, они победили номинацию «Лучший доклад» в своих секциях. И, конечно, есть у нас семеновские чтения, как я уже сказал, и стипендии. У нас есть 3 именных стипендии, посвященные, опять же, легендам нашего института, факультета. Да, это стипендия имени Аполлония Никитича Семенова, стипендия имени Александра Васильевича Мигалкина и стипендия имени Михаила Матвеевича Фомина. И, кстати, сегодня по сценарию мы вручаем очередную стипендию Фомина позже. Конечно, академическое лидерство – это важный момент. Наши коллеги, наши 2 кафедры участвовали в большом конкурсе. Федеральная программа «Приоритет 2030» по академическому лидерству. И вот с такими проектами очень серьезными выступили успешно. И сейчас эти проекты, они реализуются тоже. Они очень масштабные, очень серьезные, очень такие трансформационные, как сейчас модно говорить, да, то есть это проекты, которые изменяют в лучшую сторону и в иную сторону жизнь в университете, в регионе, да, влияют и реализуют так называемую 3-ю миссию университета. Это, конечно, и есть у нас опыт по неязыковым специальностям. Вот я вижу много ветеранов сегодня с 2 наших КИЯ легендарных, да, и здесь вот нынешнее поколение преподавателей КИЯ тоже очень ну, такие активные, инициативные, творческие. Вот они участвуют тоже в конкурсах. И по заданию ректора, по инициативе его, мы с 2021 года реализуем интенсивное обучение иностранным языкам на неязыковых факультетах. И вот на базе этого родились вот следующие проекты, да, по независимому экзамену. И вот Елена Валерьевна Кириллина, доцент кафедры, и ее команда, они вот реализуют этот проект по сей день. Конечно, переводческая деятельность продолжается. Мы очень ценим огромный труд кафедры перевода, который вот 10 лет назад был презентован в Лондоне.
Это перевод Нюргун Ботр стремительный, руководителем была Находкина Алина Александровна, в тот момент завкафедрой. И это тот проект, которым мы гордимся, он, конечно, бесценный результат. Но и нынешнее поколение переводчиков постоянно задействуется у нас в международных мероприятиях. И вот благодаря кафедре 360 проекту Галины Михайловны было открыто бюро переводов. Василий Васильевич, руководитель. И мы очень радуемся огромному достижению тоже, что со следующего года, у нас в 2025 году, кафедра восточных языков и страноведения добилась лицензирования нового направления. Раньше мы всегда переводческую специализацию реализовывали по направлению лингвистика. А в этом году, со следующего года, это будет отдельное специальное направление 450501, перевод и переводоведение, перевод и профессиональной деятельности, китайский и английский языки. И вот две кафедры восточного и английского языка, они будут реализовывать этот проект. Ну и вы видите, есть у нас работа кафедры английского языка, это Светлана Васильевна Филиппова, доцент кафедры, тоже один из ведущих наших преподавателей. Она со студентами реализует перевод, мультиязычный проект якутского YouTube-канала Чохон. Да? Ну и дальше, наверное, буду ускоряться. Вот здесь есть, конечно, радость и успех тоже наших студентов по креативному развитию, по цифровым навыкам. Это у вас, в принципе, есть в буклете. И мы гордимся, что несмотря на геополитическую ситуацию, которая, конечно, непосредственным образом коснулась нашего института, вот мы добились практически тех же цифр мобильности исходящих студентов, которые были до пандемии. Это в этом году 80 студентов у нас прошли и продолжают стажировки в российских, в основном зарубежных вузах. Да, это Казахстан, наши вузы-партнеры, Китай. И вот со следующего семестра впервые у нас несколько студентов выезжают на стажировку в Вьетнам, в Ханойский университет предпринимательства и технологий. И хочу, конечно, сказать, что ФИЯ держит свою марку в части корпоративного, такого очень энергичного, активного общения между собой. Это мы большая семья, и благодаря нашему профсоюзному лидеру, доценту Агафье Дмитриевне Ефимовой, уже много лет ИСФИР держит такую высокую планку среди университетов и по спорту. Вот на спартакиаде ректоров, на Кубок ректора мы первое место заняли в прошлом году. Нет, в этом году, да? В этом году. Ага. И на большом цехе, посвященном 90-летию высшего образования, по массовости, по красоте оформления тюрюльга, по основным конкурсам национальных костюмов там, и так далее, мы выиграли тоже первое место. Вот. И посвятили это 50-летию нашего родного института. Ну, поздравляю всех нас с юбилеем, дорогие наши коллеги, ветераны, работодатели. Вот здесь по QR-коду программа нашего Дня открытых дверей, который завтра будет, да? И, конечно, мы всех приглашаем завтра в 5 часов в культурный центр «Саргалявские огни» на юбилейный концерт. Он обещает быть очень интересным, потому что, опять же, активные выпускники 80-х годов немецкого, английского отделений, они сами очень нас поддержали, вышли и организовали репетиции вместе с нашими студентами. То есть это получился такой симбиоз, совместной коллаборации, как сейчас говорят, да, выпускников и нынешних студентов. И вместе они подготовили очень интересный концерт. Ну и, конечно, мы там тоже, преподаватели, покажем свои таланты. Спасибо. Поздравляю еще раз.